Таджикским мигрантам, застрявшим в аэропорту Домодедово, помогли соотечественники в России и сотрудники посольства РТ. 2 недели назад в сети разлетелось видео, где десятки граждан, уроженцев Узбекистана и Таджикистана, просят помочь им или вернуться на родину или, хотя бы, обеспечить едой и кровом в России. Был бы тут доктор Надир, таджикских врачей ждут в Афганистане. Ситуация складывалась нешуточная. В условиях карантина и запрета полетов десятки людей либо не смогли купить билеты, либо просто им не хватило места на самолет. Ни аэропорт, ни авиакомпания кормить их за свой счет как-то не собирались. История быстро получила огласку, и к делу подключились Дипмиссия, Федерация мигрантов России, общественные организации и просто неравнодушные граждане. Людей в аэропорту обеспечили едой и водой, а спецрейсы начали потихоньку вывозить граждан домой. Но повезло не всем. Так, часть уроженцев Таджикистана после того, как в Душанбе улетел последний спецрейс, остались в Москве фактически на произвол судьбы. И тут им снова на помощь пришли земляки. Корреспондент «Спутник Таджикистан» пообщался с Касим Джоном Наимовым, предпринимателем, обеспечившим 17 человек жильем и работой на время карантина, и узнал, насколько тяжело вести бизнес во время пандемии, как общая беда сплачивает людей вне зависимости от национальности и веры. Таджики при деле. Сам Касим Джон Наимов является совладельцем компании, которая выполняет различные строительные работы, от ремонта квартир до выполнения больших заказов. Эксперт назвала сроки эпидемии коронавируса в Таджикистане. После того, как люди бросили призыв о помощи, ему позвонили из дипмиссии с вопросом, сможет ли бизнесмен как-то помочь соотечественникам. Отказывать Наимов не стал. Таджикское посольство вышло на меня, и мы сразу отправились на место. Помогла и местная диаспора. Всего с аэропорта забрали 33 человека, но 6 решили свои самостоятельно. Остальным помогла диаспора, а уже мы трудоустроили 17 человек, поясняет бизнесмен. Как трудовые мигранты спасли людей во время пожара в Москве. Таджикские мигранты спасли стариков из пожара в Москве. Надо сказать, что ни родственники, ни товарищи Наимова его решению не удивились. Ну как не поддержать людей в такой ситуации? А вот реакция сторонних людей и пользователей сети, узнавших о ситуации с мигрантами, была восторженной. По словам предпринимателя, ему все время звонят, пишут сообщения со словами благодарности. Причем помочь 17 работягам вызвались не только соотечественники и представители мигрантского сообщества. У меня есть одноклассник. Он прошел сложный жизненный путь, сидел в колонии, там обратился к Богу, и в итоге стал священником. Узнав о проблемах, он сразу сказал, мол, наша паства хочет помочь продуктами, вещами, медикаментами, смотря что надо. Так что знакомые мои восприняли очень доброжелательно, подчеркивает Касим Джон Наимов. Трудовые мигранты в самоизоляции, как сократятся переводы из-за коронавируса. Сейчас все 17 человек получили работу на строительных объектах Калужской области. Проблем с документами у них не возникло. Патент они оплачивают дистанционно через приложение Сбербанка. Живут они в бытовках, прямо на строительном объекте. С комфортом проблем нет. По словам Наимова, там есть и душ, и даже столовая. Бизнесмен обещал им достойную зарплату на время карантина. Увы, хороший заработок напрямую зависит от заказов, работы и тендеров. И тут дело опять-таки вредит эпидемия и карантин. Коронавирус сильно ударил по бизнесу. Мы были вынуждены остановить работу на нескольких наших объектах. Даже с домашним ремонтом беда. Люди сидят дома и, конечно, просят прекратить шумные работы. А что делать? Приходится входить в положение. Даже на больших объектах, на участке сейчас могут находиться не более 4 человек. То есть я попросту не могу 17 работников поставить на работу одновременно, сетует предприниматель. Эксперт назвала сроки эпидемии коронавируса в Таджикистане. По словам Наимова, его компания вот-вот должна была приниматься за строительство большого спорткомплекса в Химках, куда можно было пристроить не то что 17,
до 150 человек, вероятнее всего граждан Узбекистана и Таджикистана. Но если пандемия коронавируса в России будет распространяться такими же темпами, по 1700 человек в день, есть риск, что и на этих масштабных планах будет поставлен крест. Барьер коронавируса. Что касается свежих новостей с фронтов борьбы с короной, то вчера, 10 апреля, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что более 200 граждан Таджикистана и свыше 100 граждан Азербайджана сейчас находятся в РФ и хотят вернуться на родину, но не могут этого сделать из-за закрытия границ. Москалькова также сообщила, что сейчас эти люди находятся в центрах временного содержания иностранных граждан и по данному вопросу будут идти переговоры с посольством и омбудсменом Таджикистана. Рахмон и Мирзиёев обсудили пандемию коронавируса в регионе. Но проблема с возвращением таджикистанцев осложняется тем, что со вчерашнего дня власти республики во имя предосторожности окончательно закрыли границы на въезд и выезд, так что вернуть людей домой, как минимум, в ближайшую неделю не представляется возможным. Что любопытно, в самом Таджикистане по состоянию на 11 апреля официально не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом, хотя на карантине находится более 4000 человек, а сам срок карантина продлен с 2 до 3 недель.